Всем привет, и друзья! Снова я на кухне, с кухни смотрю улицу. Вот. Не получается что-то у меня в этом году прогулки такие активные, как бывали в предыдущих годах. Вот. Пока дома сижу. И вот налил себе компот из южных фруктов, гостинцев посылкой присылали. Компот, сухофрукты там. Подумалось опять с вами немножко поговорить. Как уже говорил, там было такое видео про дрова, да? Я там немножко сказал, что были вопросы по дому. Ну, почему два дома на усадьбе у нас, ну, на участке. И вот хочу немножко об этом рассказать. А рассказать это, так сказать, долгая история, и начну с самого начала. Как бы с самого начала наливайте чай себе тоже, или кто там, кто компот, кто чай, кто еще что-то, может кто-то и пообедает, или там поужинает. Ну, каждый по-разному. Так интереснее слушать, наверное, будет. Вот. Ну, начну издалека. Как случилось, что на участке два дома, два больших дома. То есть не маленький домик и большой дом, а вот именно два больших дома. Ну, это было уже в прошлом веке еще, так сказать. Прошлый век, 93-й год. Вот. Когда мы вместе начали жить с Машей, ну, мы начали жить в родительском доме. Там есть отдельная комната такая. Раньше вот, когда только-только построили этот дом, и даже я еще маленький был, я помню, там не было даже этих окон вот этой комнате. У матери с отцом дом такой перерубной, не перерубной, а крестовина называется. То есть рубили дом не квадратом, а еще внутри на 4 части делили. То есть не перерубной пополам, а на 4 части. И вот из одной комнаты, раньше была она спальня, когда я был маленький, очень маленький в детстве. А потом сделали из этой комнаты, так сказать, комнату для молодожен. Там и старший брат жил, потом сестра жила, средний брат жил, когда, ну, женились. Вот. И настала очередь и до моего строительства собственного дома пожить там. Ну, и мы, собственно говоря, с Машей начали жить. И мама с отцом говорят, давай, говорит, для нас мы сделаем на этом же участке, ну, для родителей, они сами говорят, сделаем маленький домик. Ну, что там, говорит, нам, старикам, уже там маленький домик подойдет, все нормально. Там где-то 5 на 6, говорит, этого вполне, говорит, нам хватит. А вы, говорит, оставайтесь, молодые, вот этот дом переоборудуйте, как вам хочется. И вот на этом мы решили, все. А тогда еще действовала такая политика, что я не знаю, сейчас она действует или нет, вот эта политика, что давали, которые строятся, лес, круглый лес, стоячий круглый лес. И довольно-таки много, вот мне дали 100 кубов. Короче, надо было идти в администрацию. В администрацию пошел, в то время еще в администрации у нас работала Лидия Яковлевна. Ныне покойная уже, но очень хорошая женщина. Никогда я не забуду этой доброты. Потому что она говорит, какой, говорит, маленький домик. Вы, говорит, молодые только жить начинаете. Собственный дом, нормальный дом стройте. Вот так. Никаких, говорит, я даже, говорит, слушать не буду. Про маленький домик. Говорит, стройте нормальный дом. И сколько раз я вспомнил вот эти слова с благодарностью.
то, что она вот именно настояла, чтобы мы построили вот этот дом, в котором сейчас я живу. Потому что перестроить родительский там, конечно, трудно было. Там много что надо было менять. Ну, и все, выписали мне лес. И в то время еще как, рубить не сами рубили, просто там, раньше же как было, вот это тоже хороший плюс тех времен, что лес выписывали именно где рубила, например, лесопунктовская бригада. Лесники тоже и шли навстречу. Вот это тоже момент хороший. И просто лесная бригада, которая вызвалась, ну, так сказать, колымить. Говорит, мы, говорит, после смены все это быстренько сделаем, оформим. И точно они свалили, трактора вывезли, а хлыстовозы, в то время еще лесная вывозка была хлыстовозами, привезли им 5 лесовозов этого леса. 100 кубов ориентировочно было. Это много. Вот. И, короче говоря, начали строиться. Я помню первый день, когда мы вышли с отцом вдвоем, это ошкуривать бревна. Тогда же не было никаких приспособлений, чтобы эти ошкуривать там на насадки, на пилы, да что-то. Были лопаты, вот простые железные квадратные эти лопаты ошкуривать. И еще приспособление такое у нас называется гогын. Ну это скребать ручное приспособление, такое нагибаешься и скребаешь вот это, скребешь эту кору. Вот. И считайте, вот вышли, да, где-то на 2 или 3 дня вдвоем поработали, а потом уже там и родственники тоже помогли, и нанимать пришлось тоже. Потому что действительно много это было. Вдвоем, конечно, это все тяжело. И вот и срубили. Это уже 94-й год был. Вот в мае. Это раньше же у нас всегда, ну вот, срубы, что на баню, что на дом, всегда старались рубить по весне, но еще чтоб снег был. У нас в мае ведь иногда снег еще лежит, потому что на снегу удобно пилить, бревна не пачкаются, и уже кора оттаявшая, вот, но не высохшая. Вот это самое главное. И вот этот май как раз подходил. В конце апреля, в начале мая мы это все дело оформили, рубили, тоже помогали родственники, родители очень много помогали в этом. Вот. Отец физически, мама там тоже готовила, что-то подготавливала это все. Ну, короче, очень сильно помогли. Да, без родителей, как в то время. Вообще денег даже в глаза не видели. Да. Вот. Только вот на пенсию родители и жили. Ну, короче, вот срубили, и уже это весной срубили, осенью подняли. И вот он зиму перезимовал. И начали делать. Сейчас глотну компота еще. У меня тут еще орехи, фундук и грецкие орехи. Это мне врач прописал, чтобы это самое... Что-то у меня там с анализами не очень хорошие анализы крови, и сказали кушать побольше грецких орехов, там, ну, орехов, там, фундука, орехов и мед, и всякие витамины. Ну, где, говорит, что красное, то и есть. Ну ладно, отвлеклись мы от темы с этим компотом. Начали, короче говоря, строиться, но тоже времена очень... И я вот строился в 94 году, вот мы подняли, да, этот дом, сруб, то есть, и строился я до 99 в октябре перешли в дом, а новоселье сыграли как раз вот Ельцин в отставку пошел на 2000 год. Вот. Материалы доставались раньше, ну, вообще очень жестко было с материалами, вообще денег, безденежье полное. Стены обшивал, ходил по магазинам, искал картонки, картонные коробки. Вот вместо этих там ДВП листов и ДСП листов, это все
ну, на пол ДВП было, потому что ДВП купили мы. А вот стены там из-за плита, и гипсокартона не было, ну и денег не было, собственно говоря, купить. И мы приобрели, не приобрел, а вот этой картонкой обшили, потом газеткой, и потом обоями покрыли, и все по бюджетному сделали. Еще такой момент был с администрацией, которыми я помогали вновь строящим молодым людям деньгами. В то время это были миллионы, вот дали мне 3 миллиона. Ну, я на это купил шифер, тоже вот приезжает там КамАЗ, ничего, чеки не дают, просто приезжает. Купил шифер, кирпич и ДВП, по-моему, вот. А, ящик стекла еще. Кирпич купил тоже, денег нету, пошли мы в Сыктывкар на кирпичный завод. Ну, имеется в виду, что тоже этим рабочим не платят деньгами, и они выкупили себе этот кирпич, и они продают за счет, вот я им даю денежку, им списывается с зарплаты. Вот так было дело. Шифер привозили, там тоже какие-то, я не знаю даже их вообще, на КамАЗе приезжают, вот, привезли шифер. Новый. Я даже не знаю, откуда он. Шифер взял, купил, поставил на крышу, до сих пор стоит вот так. Вот на эти 3 миллиона тоже кое-что, так сказать, купили. Вот, затянулось немножко, конечно, там действительно 94 по 2000, ну, можно сказать, 2000 год строился. И до сих пор вот живем, вот еще, ну, тогда же я еще на ногах был, друзья. И вот что печку там строить, сам, конечно, печку не ложил, не клал, а печник клал тоже. И все это я тогда еще мог. Вот эти растворы, кирпичи, все это я еще таскал. Как бы недавно еще было, а видите, что я еще мог тогда, в это время. Правда, эту печку уже потом я разобрал, потому что я упустил такой момент, что дом дает усадку, а печка на этих лагах. И они согнулись, и печка у меня пополам треснула. Я понял эту уже причину после того, как разобрали печку. Там была русская печка, огонь было видно и все такое. У меня сейчас она, это же теплушка или как она называется. Внутри тоже так, как русская печка, но все равно огня не видно, как она топится, и в этом минус. Грустно, конечно. Ну вот, сидишь утром, когда печка топится, там угли играются, огонь такой яркий, это красиво. А нынешняя печка чуть-чуть по-другому, да. Та печка вообще она мне нравилась, но потому что почему-то потом второй раз решили испробовать вот такой вариант печки. Ну вот, потом начали жить, а участок-то один, там грядки и все такое. Все это на одном, так сказать, на одном участке и появилось. Ну, на одном участке и сохранилось. Ничего там не отделились там забором или еще чем-то. Потому что хлеб был один, хлеб был в родительском доме, там корову да что-то держали. Баня одна, дровяник один, колодец у меня, я уже потом на технические нужды около дома вырыл себе колодец. А так пьем из родительского колодца, потому что там вода ключевая и очень вкусная водица. Вот. И как бы вот так и живем. Вот так получилось, что на участке 2 дома. А почему я не переехал, не начал жить, не уехал из деревни, я даже сейчас не могу сказать, потому что была такая мысль по возвращении с армии уехать, в городе остаться. Хотел поступить учиться, что-то тоже не получилось, с деньгами именно не получилось, куда хотел именно поступить, там не хватало, вообще денег не было, если честно. И так и остался потом, а потом и не тянуло вообще. Сейчас вообще не тянет этот город. Там для меня, как кажется, я не знаю, непривычно для меня вообще. Если я там
2 дня уже еще домой хочется. Вот так. Ну, еще такой момент хочу сказать. Там спрашивают, тоже вопрос был, почему окна, очень много окон на ваших домах. На старых домах вот эти маленькие окна, вот я не знаю, почему-то их очень много делали. Часто новые окна делают, да, небольшие, например, на комнату одно окно и все. А тогда, например, вот у моих родителей там одна комната, 6 окон. С одной стороны 3, да, 6 окон. С одной стороны 3, потом с другой стороны 3, 6 окон. Это в одной комнате. 3 окна выходят на восток, 3 окна выходят на юг. На запад и чисто вот на запад и чисто на север окон у нас нету. Вот. И почему-то так делали, я не могу сказать, но где-то читал, что вот эти рубили дома. Кстати, у меня тоже дом рубленный в чашку. Такой рубленый чашку, 21 венец. 21 венец. Потому что тоже там такая примета, что венцы должны быть нечетного количества, то есть высотой. Например, 19 или 21. У меня 21, по-моему. Помнится так. Вот. Довольно таки высокий дом. Подвал рост меня, потому что когда я, там и картошка у нас хранится до весны, там, короче, там много что. Вот, и чтобы ходить не нагибаясь так или на четверинках, надо, так сказать, высокий, чтобы подвал был. Вернусь вот к этому лесу, что привезли, вот 100 кубов, да. И 100 кубов это все пошло в дело, потому что тоже такая примета, что нельзя продавать лес, который привезли на строительство дома. Ничего там не продали, хотя деньги были очень нужны, можно было там сруб маленький продать, этот сруб, и хотя бы что-то там купить, но нет, это все ушло в дело. Напилили вот эти доски, 30-ку, 40-ку, 50-ку, напилили брус для подоконников, для косяки на окна. Это все пригодилось, все ушло в дело. Ну, вершинки, само собой, и на дрова. Вот. Это действительно, вот этот очень большой бонус тогда давали. Я не знаю, может кто-то знает, да, и скажет, напишите там в комментариях, дают сейчас новостроящимся молодым семьям вот этот лес или нет. Я не могу сказать сейчас точно. А при мне вот давали, и это тоже очень, или отголоски Советского Союза, или это и новые что-то, не знаю, в то время давали. И вот еще давали 3 миллиона, вот мне дали, безвозвратно и без всяких там отчетов даже не потребовали. Ну, спросили там чеки, да я говорю, откуда я чеки? Но они тоже вошли в положение, что действительно там такая, там бартер был. Почти все меняли на что-то. Вот. Ну что, друзья, затянул я с этой темой. Рассказать-то очень много, просто из головы иногда вылетает, что начну одно, потом переключаюсь на другое. Почему-то вот так у меня происходит. И ну что, вот так и живем. Два дома на одном участке, рядом с родителями. Слава Богу, родители мои живы. Они очень мне помогли и до сих пор помогают. До сих пор помогают, в материальном плане. И в то время очень мощно помогли. Как вот, например, без отцовского совета, там, без материнского совета, без родительских, так сказать, без родительской поддержки очень трудно. И вот они помогали строиться. Учился понемножку у отца, что и как там, вот смотришь, что и как делает, и тоже стараешься. Потом уже на века это запоминаешь, и остается у тебя в памяти на всю жизнь. Вот.
За что, конечно же, спасибо моим родителям. Вот теперь вот дом стоит, и вот этот дом уже я потом уже начал потихоньку, я, ну вот, как начал потихоньку там слабеть под себя, там вот, там для себя подъем сделали, потом вот панду сделал для коляски уже. А внутри дома порогов нету. Изначально не было, почему-то так получилось. Вот. Все под себя, потом уже. А вот в старом дому бы это очень, ну, это очень, как говорится, менять что-то тяжелее, чем заново строить. Вот. И сейчас ни капельку. Почему, еще такой момент, почему, забыл рассказать, почему именно вот здесь, на участке, рядом с отцовским домом, с родительским домом поставил дом. Были варианты, давали участок дома в других местах, но нигде мне не нравилось. Вот в основном давали, почему-то вот сейчас вот строятся на полях колхозных, а в то время не разрешалось. То есть не разрешали строиться на этих колхозных полях. Потом дали участок возле реки, но там затопляет. И зимой вообще там не, ну, очень чисто. Для меня это вот сейчас катастрофа. И в то время все-таки проще было. Отец отмерил там по пожарной, по пожарным правилам от дома отмерил. Сколько надо, говорит, здесь поставим, и все. И поставили, и все. Вот так и вышло. Потом уже документы уже, это ведь сейчас надо сначала разрешение, там, землю, потом разрешение, все как по чину. Вот уже с 96-го года, наверное, так. А до этого можно было задним числом потом эти документы оформить. И благополучно это все сделали. И ни капельку не жалею, что вот именно поставил сюда дом, потому что для меня вот в нынешних условиях вообще очень бы трудно, если бы он был вдали от дороги. И, например, вот место, которое у реки было, там вообще там весной затопляет, а зимой там почти снег не чистится. Очень редко чистится, очень плохо, короче говоря. Сейчас вот данный вариант меня очень устраивает. Возле дороги, возле центральной, там дрова привезти, еще что-то, самому выехать. Это очень хорошо даже. Ну что, буду закругляться. Сегодня, друзья, у нас крещение. Всех поздравляю, всех православным с этим праздником. Мира, добра, любви и позитива вам. Божьих благословений. Умойтесь там этой святой водичкой, побрызгайте себя, испейте немножко, чтобы все болезни она излечила. Вот. Здоровья вам. Это тоже очень главный, так сказать, спутник по жизни, чтобы здоровье было всегда. Есть здоровье, значит и жизнь тоже будет хорошая. Ладно, рассказал я, друзья, и, наверное, буду заканчивать, потому что это уже слишком длинный монолог получился, может, надоел я вам со своим рассказом уже. Как мог рассказать, как так случилось, что вот во дворе два дома. Все, всем пока, друзья, заходите, подписывайтесь, смотрите. Всем приятных просмотров на будущее на нашем канале. Всем пока.